Bir sarım vardı bizim Kumuk halkına. Grupası yok, yaşar gelmeyen gelip olmadı. Şu sayı ben yalnız bir koyayım sizge. Kumuk sevgi. Başlanayama, men ayıkma süйгенсem, кетізат күліма. Приветственное слово президента региональной общественной организации по сохранению и развитию кумыкской культуры ОСДН Тимура Порсукова. Встречайте! Hürmetli yoldaşlar, aburda civalar. Дорогие друзья, уважаемые гости. Bir başta geliyor önce bayrakları savunma barakalar etme süyemi. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас за то, что вы посетили наше мероприятие. Bir başta biz yazda Umutlar Türkiye Rusya arasında ve Madaniyet Köprü'ndeki temaya bağışlanan bir halk aralık konferans ortamı hayalimiz var. Мы намерены также летом провести конференцию под названием «Кумыки как культурный мост между Турцией и Россией». Bizim bu projelerin arasında bu yıl Türkiye'nin üniversitelerine düşmeyi süygen, cahiliye kömük etmek muratlarımızda daha da ahamiyatlısı. Одна из важных задач, которую мы перед собой поставили в этом году, это содействие кумыкской молодежи в поступлении в университеты Турции. Biz Almanya kuyda bizim umutlarım Kurban Sayın Rusya Türkiye'nin aralarına 7 kuyda madeniyet köprülerinin yaşama çağırmaya gerektir. Мы считаем, что наша кумыкская организация с течением времени и на самом деле должна стать культурным мостом между Турцией и Россией. Şu köprü olmakla bir neçe sebebi var. Tarihimiz ve devletimiz usulü var. Ana dilimiz, dinimiz, madaniyatımız, tüm dünya olan paylaşıklardır. Этого есть несколько предпосылок. Во-первых, наша история, наше государство тесно связаны с и являются Российской Федерацией. Наш язык, наша религия, наша культура тесно связаны с тюркским миром. Olay bulman son, öz devletimiz, tüm dünya bulan, aralıkta eril güde saklamak, arttırmak bizim borçtur. Поэтому мы считаем, что нашим долгом является сохранение и развитие наших отношений нашего государства с тюркским миром. Еще раз хочу сказать всем вам добро пожаловать. Я вас приглашаю участвовать в этом проекте. Спасибо вам большое. Далее мы также приглашаем для приветственного слова вице-президента региональной общественной организации по сохранению и развитию культуры кумыков ОСДН Марата Кулавова. Ассаламу алейкум, Ассаламу алейкум, уважаемые собравшиеся. Bizim bunlar cevherlerimizden anası bizim halkını, devletimizni taşlarında birleştirmektir. Смысл того, что мы сегодня здесь собрались, заключается в том, что мы хотим объединить кумыков, которые живут в столице. Чтобы они друг с другом общались, и чтобы у них были отношения друг с другом. Мы думаем, что полагаем, что ОСДН должен стать нашим общим кумыкским домом в нашей столице. Я хочу выделить, особо выделить, что наша организация не направлена против кого-то. Cumhuriyet'ten türlü işlerde ortakçılık edip birçok geleceğimizde hazırlık görmek bizge borçtur. Мы считаем для себя долгом, как сказал, как отметил Тимур Порсуков, чтобы
Наша молодежь активно участвовала в наших проектах, и чтобы мы таким образом готовились к будущему. Поэтому мы считаем, что дело Оздена для нас очень важно. Давайте вместе делать. Давайте объединяться. Также для приветственного слова мы приглашаем сюда Башир Аушев. В жизни экономической, политической, культурной жизни кумыки особое место занимают. Не только в жизни Дагестана, Северного Кавказа, но в целом по стране. Вот наши дети, чтобы владели этими технологиями, надо, чтобы они учились уделять им внимание, достойное, и ничего не жалеть для будущего поколения. И для презентации нашего прошлого, настоящего и будущего мы приглашаем Рамазана Алпаута. Встречайте! Я сегодня хочу обрисовать то, как мы шли к тому, чтобы создать нашу организацию. Первый вечер был в 2012 году. В рамках проекта Face to Face, лицом к лицу, мы представляли, презентовали кумыкскую культуру для некомыка. Мы собрали здесь огромное количество национальностей и показывали, как звучит кумыкский язык, как выглядит кумыкский бил, как выглядит кумыкская палаша и прочие атрибуты нашей культуры. Люди приходили с разных регионов, даже кумыки, которые презентовали нашу культуру, из Петербурга были люди. Собственно, вот это был первый наш вечер в рамках проекта Face to Face. Второй наш вечер был, собственно, 7 января 2013 года. Мы смотрели разные форматы. И этот формат был фотка, кстати, в традициях кумыкских фотографий, которые делали а-ля в Советском Союзе. И мы собрались в одном из итальянских ресторанов Москвы, где у нас звучала наша музыка, мы общались на кумыкском языке, и это была больше кумыкский вечер для кумыка. Ноябрь 2013 года у нас состоялось здесь кумыкский вечер, кумык ДЧС, в рамках которого он имел уже более формальный статус. Там также выступал Тимур Темиров, который, кстати, всегда откликается на наши просьбы, и мы очень благодарны ему за это. В рамках этого вечера мы показали мастер-класс по кумыкскому языку, мастер-класс по кумыкскому танцу. Присутствовали из разных регионов, почему-то очень, мне кажется, ошибочно ассоциируют кумыков исключительно с одной республикой, Узбекистаном. Но на нашем вечере присутствовали, и даже сегодня присутствуют из всех 3 республик, присутствовали практически из каждого района, и у нас была еще интерактивная такая коммуникация с залом, когда каждый рассказывал о особенностях в своем районе кумыкской культуры, кумыкского языка. Также у нас есть неизменный наш хореограф, который долгое время работал хореографом кумыкского театра, который всегда откликается на наши просьбы в организации кумыкских вечеров. Собственно, она на всех наших вечерах ставит танцы, приводит своих учеников. И, собственно, вы сегодня то же самое видите в рамках этого вечера. Здравствуйте всем! Большое спасибо, что вы сегодня пришли на этот замечательный вечер. Мы все прекрасно знаем, что танец лезгинка – это отголосок древнего ритуала. В танце парень двигается в образе орла, чередуя медленный и искрометный темп. Расправь руки вверх в разные стороны. А девушка двигается в образе лебедя, завораживая грациозной осанкой, главным которым движением является движение рук. Кумыкский танец – это не просто танец, это игра и ритуал. Это некий густок национального характера, он многообразен,
и в разных районах танцевали по-разному. Первый танец, который вы сегодня увидите, это будет буйнакская лезгинка, который нам покажут ученики школы танцев «Высший гор». Сочетание пластики и грации, страсти и скромности. Все мы прекрасно знаем, что с малых лет кумыки прививают детям ритм народного танца. Именно поэтому большинство кумыков умеют танцевать именно лезгинку, какая должна быть на самом деле. Конечно, не все же владеют совершенством, но сам факт, лезгинку танцуют все. Сейчас во втором танце мы увидим иной характер. Это именно фольклор. Это то, к чему мы пришли после наших культурных мероприятий. Мы решили, что нам нужно формально самоорганизоваться, не просто самоорганизоваться по факту. И мы собрались в Москве, учредили организацию. Мы, собственно, пару дней тому назад получили документы с Минюста. Это первая кумыкская организация, которая зарегистрирована в Москве. Мы назвали эту организацию ОСД. Я думаю, что все присутствующие в зале понимают, что такое ОСД. Это уже, конечно,
с развитием нашего общества. Это далеко не просто название нашего сословия, это кодекс чести, кодекс того, как нужно себя вести в обществе и так далее. Поэтому мы решили, что такое громкое, очень красивое, главное содержательное название должно присутствовать в названии нашей организации. Поэтому сегодня мы можем сказать, что сегодня день рождения нашей организации. Организация родилась сегодня. Я еще раз напомню, что это первая коммунистическая организация в Москве. Давайте ценить, что это есть, и давайте больше и активно проявлять свою гражданскую позицию для того, чтобы мы развивались, расширялись, и чтобы мы были людьми. Спасибо. Это был Рамазан Аль-Паул. И сейчас произойдет знаковое для всех нас событие. Я прошу вынести в зал флаги организации ОСДЕН. И для представления нашего нового флага мы приглашаем на сцену Руслана Салахбекова. Почему именно такой флаг? Вот так выглядит наша Кумыкская земля с орбиты Международной космической станции. МКС теперь уже. Гребень, который вы видели на флаге, хорошо виден именно с Международной космической станции. Здесь я синим нарисовал 4 реки, которые имеют особое значение для кумыков. Это Кума, Терек, Сулак и Улучай внизу вот маленькая такая, но очень важная река. Вот, соответственно, 4 реки, они как раз стилизованное изображение этих 4 рек и нашего Каспийского моря. Это и есть тот гребень, который вы видели в центре флага. Гребень символизирует географический контекст, в котором возник и развивался кумыкский народ. Звезды символизируют кумыков, живущих вот в этом контексте географическом, между вот этими реками и морем. Кумыки — народ степной, соответственно, живут в водораздельных степях, а не на реках. Соответственно, мы вот так и изобразили, что между ними где-то мы живем. Синий цвет, синий фон символизирует небо, это древний тюркский символ, он есть на очень многих флагах тюркских. Наш флаг очень хорошо ложится в ряд тюркских флагов, которые примерно в той же цветовой гамме выполнены. А сейчас мы хотим посвятить возденовцы тех студентов, которые отличились своей примерной учебой и активным участием в общественной жизни кумыков. Итак, для посвящения приглашаются студенты. Микаэль, Арслан, Азина, Зазар, Казимбек, Гамир, Рустам. А для посвящения и вручения памятных подарков приглашаются Рамазан Аль-Паул и Руслан Салахбеков. Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы наше молодое поколение, собственно, я тоже молодое поколение, чтобы они более активно проявляли свою гражданскую позицию в рамках наших проектов, чтобы они, мы не просто организовываем проекты, это не благотворительность, это то место, где вы можете наращивать свой карьерный потенциал для будущего, потому что вы можете получить новые навыки, которые, собственно, пригодятся вам в вашей будущей карьере. Поэтому сегодня мы сделаем небольшие символические подарки, чтобы вы не забывали о том, кто вас наградил. Это будут значки с указанием нашей символики, и, что немаловажно, книги очень известного, наверное, самого известного кумыка Мурада Аджи. Ну, я бы еще хотел пожелать нашим молодым друзьям, чтобы они всегда помнили не только то, что они принадлежат к кумыкскому народу, но и помнили, что они являются лицом этого народа, никогда не забывали, что те, кто с ними общаются,
в той же Москве, именно так себе и представляют кумыков, как они вас видят. Соответствуйте этому высокому званию. Конечно, говоря о кумыках, мы не можем не сказать о датах наших. И мы хотим это сделать в интерактивной форме. Добрый вечер. Что хочу сказать. Раньше как у нас было? Невесты у нас всегда стояли в углу. Это было. Но как бы все европеизировано, теперь у нас невесты не стоят в углу. Почему же считается? Почему вы считаете, что... Я, например, считаю, что наши даты, они как-то, как я скажу по-медицинскому, атрофируются уже. Мы забываем о своих датах, которые у нас раньше были. Как свадьбы проходили раньше? Они проходили 2 дня. Проходили как? Не как сейчас. Это не были шикарные столы, которые накрывают, которые... Люди были всегда высшее общество, как богатые, и на бедных всегда делились. Но раньше как-то это люди, наверное, не замечали. А сейчас вот мы и бедные, и богатые, он пытается превзойти как-то друг друга, пытается сделать пышные свадьбы. А раньше мы обходились чем? Урма, пляв, алтама, свадьбы. Но это были, наверное, самые лучшие свадьбы, самые веселые, самые запоминающиеся. Потому что реально было весело. 2 дня. А сейчас, сколько? Мы начинаем утром свадьбу, уже к вечеру все закончилось свадьба. Увезли невесту, нету свадьбы. Я как бы предлагаю, наверное, где-то как-то не забывать о своих датах. Да, в углу сейчас у нас девушки не любят ставить никуда. Это для них как-то не то. Не любят. Как раньше было? Вечером это хингал всегда. А сейчас все от этого отходят. Но я считаю, что как-то это уже в наше время, это считается за дикость. Я не считаю, что это дикость. Это пришло, это не мы придумали, это пришло от наших дедов, наших прадедов. Это было всегда. И я не то, что прошу, я предлагаю не отходить от таких маленьких датов. Не забывать, не европеизировать, как-то какие-то по возможности даты все сохранять, потому что без каких... Вот мы, да, будущее поколение наше, вот мы, вот, которые сейчас, молодежь, которая здесь собралась, вот я, например, не представляю, через лет 10, да, через лет 15, что мы сможем вот рассказать нашим детям, вот что мы сможем им предложить. Вот что сможем рассказать из датов, что сохранилось. Когда мужчина, какого бы это возраста не был, мужчина заходит в дом и обязательно нужно пристать. Это, я считаю, обычай, который нужно сохранить. Нужно сохранить, чтобы все об этом помнили. Желаю вам всем, чтобы вы помнили о своих датах и не забывали о них. Спасибо. Прежде чем мы перейдем к заключительной части нашего мероприятия, я хотела призвать вас быть активными. В Фейсбуке и в Одноклассниках есть группа «Молодежное кумыкское объединение». ВКонтакте есть группа ОСДН, куда вы можете вступать и быть всегда в курсе тех событий, которые происходят в жизни кумыков, ну, по крайней мере, в Москве. А сейчас я приглашаю всех на той, пью, танцуем. Происходит